Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана вернулся в Ашхабад, завершив рабочий визит в Нью-Йорк. Журналисты из Туркменистана заняли призовые места в конкурсе «Каспий без границ». Алты-Насыр и Мерв стартуют в Кубке АФК и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, посетил Метрополитен-музей, где принял участие в официальном приеме от имени президента США по случаю 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По завершении приема и программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Туркменистана проследовал в международный аэропорт Кеннеди, откуда отбыл на родину. Совершив многочасовой перелет до Ашхабада, президентский авиалайнер приземлился в международном аэропорту туркменской столицы, где главу государства Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, которые поздравили его с успешным визитом в Нью-Йорк и широкой поддержкой его исторического выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В Ашхабаде во дворце Микан под председательством национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова состоялась 24-я конференция Гуманитарной ассоциации Туркмен мира. Форум был традиционно приурочен ко Дню независимости Туркменистана. В его работе приняли участие представители туркменских диаспор из ряда государств, работающие в Туркменистане этнические туркмены из-за рубежа, а также делегаты со всех регионов страны. Созданная в мае 1991 года, сегодня Гуманитарная ассоциация Туркмен мира превратилась в авторитетную международную организацию, выполняющую важную работу по сплочению соотечественников, волей судьбы, оказавшихся вдали от исторической родины, но не утративших любви к земле отцов и связи со своими духовными корнями. В рамках выставки экономических достижений Туркменистана, приуроченной к 32-й годовщине независимости страны, Ашхабадский дом моделей и ведущие дизайнеры представили новые коллекции модной одежды. Коллекции молодых туркменских дизайнеров отличают сочетание традиционных национальных мотивов с современными тенденциями. На подиуме торгово-промышленной палаты были продемонстрированы вечерние платья в пол, строгие мужские костюмы, а также наряды для детей. В Министерстве культуры Туркменистана состоялось видеосовещание, посвященное участию туркменской делегации в международной туристической выставке «Туризм Экспо Джапан 2023», проведение которой планируется в японском городе Осака с 26 по 29 октября. В совещании приняли участие заместитель руководителя управления туризма Министерства культуры Туркменистана, представители посольства Туркменистана в Японии, а также руководители частных туристических компаний. В Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой отметят Международный день музыки. По этому случаю ашхабадцы и гости столицы приглашаются на концерт классической музыки, который состоится 29 сентября в 18:30 в Большом зале консерватории. Сотрудники газеты «Туркменистан» заняли призовые места в международном конкурсе «Каспий без границ». Так, работе Айгуль Рахимовой «Содружество, дружба, сердечность» присуждено первое место в номинации «Свежий взгляд». Фотоработы развития и сотрудничества прикаспийских стран Иламана Чуриева заняли второе место в номинации «Фото Каспий». Торжественная церемония награждения призеров и победителей международного конкурса «Каспий без границ» была проведена на 8-м Каспийском медиафоруме в Астрахани. Беспроводные наушники AirPods способны работать даже при попадании в агрессивную среду желудка. В этом убедилась американка Мо Кеннеди, случайно проглотившая один такой наушник во сне. В отделении неотложной помощи медицинского центра Ковингтона девушка сообщила, что поняла, что проглотила наушник, проснувшись посреди ночи. Мать Кеннеди смогла подключиться к наушникам, которые, даже будучи в желудке, все равно прекрасно передавали звуки, издаваемые организмом, и смех девушки. Датский художник-концептуалист Йенс Ханинг пытался вручить музею чистые холсты, выдав их за картины под названием «Бери деньги и беги». Музей современного искусства Кунстен в Вольборге выделил Ханингу около полумиллиона датских крон на создание новых концептуальных полотен. Вместо этого художник вручил представителям музея 2 нетронутых холста, названных картинами. Сотрудники музея, впрочем, креатив не оценили и подали на художника в суд с требованием вернуть деньги. Сегодня стартует групповой этап Кубка АФК в центральной зоне. Во втором по значимости клубном турнире Азии примут участие Алты-Насыр и Мерв. В группе Е соперниками туркменских футболистов будут клубы «Равшан» из Таджикистана и «Абдышата» из Киргизстана.
Групповой раунд завершится 14 декабря. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. Матч с участием туркменских команд в прямом эфире покажет таджикский спортивный телеканал «Футбол». Пловец Мердан Атаев и дзюдоистка Майса Пардаева будут знаменосцами команды Туркменистана на церемонии открытия 19-х летних азиатских игр в китайском Ханчжоу, которые состоятся 23 сентября. Об этом было объявлено на состоявшемся в штабе туркменской делегации рабочем совещании. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.